Это студия 11. Так быстро пролетело лето. Честно говоря, что даже не успеваешь войти в рабочий режим. Вот я, например, до сих пор на улице, в пути на Юрган, но поэтому мы съемки решили начать прямо здесь. И мы по вам очень скучали. Надеюсь, что вы тоже. Новый сезон, новые знакомства, полезная информация, все ждет нас впереди. Ну что, я пока добегу до места, а вы прямо сейчас узнаете, что ждет нас сегодня. 10-я клюква. О чем расскажут участники художественной экспедиции. Принт в одежде. Инструкция по применению. Новый проект Национальной библиотеки Коми. Фуф, я все ближе к цели, иду по коридору нашего канала, которому совсем недавно исполнилось 20 лет. Как вы можете заметить, здесь множество фотографий. У этих известных людей наши журналисты брали интервью. Да, телевизионный сезон у нас начинается сегодня, хотя каникулы были очень ударными. Вспомнить только масштабный проект «Достояние республики», который был посвящен столетию нашего коми-края. Да, но множество сюрпризов, подарков для вас подготовили, конечно же, еще музей, дома культуры. И вот недавно моя коллега Алена Туркина заглянула в гости в Центр культурных инициатив «Югор». Давайте смотреть. 10-я клюква по традиции экспонируется здесь, в зале Центра культурных инициатив «Югор». Но, конечно, тут мы видим только результат работы художников на пленэре. В этот раз художественная экспедиция отправилась на Полярный Урал. Миф. Такое название получила 10-я клюква. На протяжении нескольких дней художественная команда создавала свои собственные мифы. И во власти природы, конечно, это получилось сделать лучше всего. Творцы были лишены радости 21 века, интернета, сотовой связи, шумных дорог и огромного количества людей. Полярный Урал – это история о горах, быстрых реках и уединении. Вся эта атмосфера и позволила художникам вступить в самый настоящий диалог с матушкой природой, поговорить с ней. Конечно, каждый участник увидел что-то свое. Я говорю: место, дай мне вдохновение. И иду, смотрю, лежит камешек, который... нарисовано на этом камушке медведь и птица, которые в некое таком, как сказать, противостоянии друг другу. Я поднял, смотрю, вот это, говорю, сюжет интересный, даже нигде такого и не видел. Медведь как символ весны, птица верхнего мира. Эту композицию написала природа, признается художник, а с помощью Лисовского сюжет перекочевал на холст. Остановились клюквенцы у подножия горы Рай-Ис, что в переводе значит «последний камень». Наверное, поэтому камни вдохновили многих. Татьяна Земцова рассматривала каждый, и одним из итогов ее работы стали ненецкий и русский алфавиты, буквы которых были написаны на булыжниках. Собственно, с первого часа, как мы пришли на этот пляж, начали попадаться буквы О и Х, и это могло называться олфавит или халфавит. Их было много, но в итоге собрался весь, даже цифры. Ни одна работа не похожа на другую, в каждой своя жизнь. Здесь и живопись, и графика, фотография, инсталляция, скульптура. В каждом пейзаже, камне и сплетении веток художники находили какой-то смысл, а некоторые даже открыли новые грани своей души. Пусть травы изумруд прорастет сквозь сердце, и меня заберет дух горы Рай-Ис. Написать стихотворение было моей давней мечтой, но у меня это не получалось. И тут, когда мы уже приехали в Сыктывкар после поездки, я делала свои графические работы, и однажды утром я просыпаюсь, и эти строки сами приходят. Я думаю, что они очень взаимосвязаны и с графическими работами, и вообще в целом с работами всех участников. Тем было затронуто немало. Единство природы и человека, жизнь и смерть, рассказали художники и о печальной странице нашей истории. Помимо гор, в непосредственной близости от дворцов располагалась и бывшая лагерная зона «Красный камень». Из года в год эту карту можно увидеть в залах, где клюква экспонируется. И красного, кстати, каждую выставку становится все больше и больше. Почему? Этим цветом помечаются те места, где художественная команда побывать успела. Куда же отправится экспедиция в следующий раз? Узнаем, наверное, только в следующем году.
уже поняли, я нахожусь в самом спокойном месте для ведущих. Здесь, в гримерной, создается та самая красота. Кстати, знакомьтесь, это Юля, наш стилист. Юля, ответь честно, сложно ли с нами работать? С кем и кто капризнее? Алена Туркина, я или Андрей Кабишев? Можно я помолчу? Ладно, на самом деле мы слушаем советы как Юли, так и Ольги, нашего стилиста. Кстати, поговорим об образах. Как сочетать принты? Вечный вопрос. Давайте узнаем мнение специалиста. Сегодня мы с вами поговорим о принтах, как их правильно сочетать в тех или иных комплектах. Первый комплект, который я вам хочу показать, состоит из 3 вещей. Это синие брюки, белая водолазка и вот такой кардиган-жакет. Он в себе содержит 2 цвета, и белый, и синий. В таком вот комплекте он будет смотреться правильно и гармонично. Завершить его можно с помощью какой-нибудь броши, причем она может быть любого цвета, например, в цвет сумки или обуви. Следующий вариант, когда мы используем принт в качестве корректирующего инструмента. Вот такой вот жакет, у нас здесь черные брюки. Безусловно, этот комплект стройнит. За счет чего? За счет того, что на жакете есть определенные линии. То есть вот такие черные вставки, которые визуально вас делают однозначно на пару размеров меньше. Следующий вариант выглядит у нас таким образом. Запомните, пожалуйста, что если вы используете какой-то достаточно яркий рисунок в своей одежде, пусть это будет только один элемент вашего образа. То есть в данном варианте это у нас блузка, она имеет такой активный рисунок, значит все остальное должно быть однотонное, однозначно. Это может быть, например, зеленая юбка, либо она может быть красная, то есть вы выбираете любой цвет, который присутствует в рисунке. И также это правило касается остальных аксессуаров, это и сумочки, и обувь, они должны быть однотонные. Элемент яркий, только один. Еще один комплект с рисунком, в данном случае у нас клеточка, которые очень любят, но не все знают, как носить правильно, например, брюки в клетку. Что мы делаем? Правило такое же. Вы можете использовать в верхней части своего образа любой оттенок, который присутствует в рисунке этих брюк. Мы выбрали вот такую вот желтенькую водолазку. Причем поддержали этот принт такой брошью. Она геометричная, поэтому прекрасно вписывается и дополняет этот образ. И еще один любимый многими принт – это яхтенная полоска. Вот такой морской стиль, скажем так, делает всего лишь один элемент вашего комплекта. В данном случае это футболка, которая уводит ваш комплект в морскую стилистику, ну и, соответственно, делает его более ярким, динамичным и молодым. Применяя правила сочетания принтов, вы сможете собирать самые интересные и стильные комплекты, используя самые разные принты и рисунки. Ну что, а я направляюсь в студию. Здесь уже меня ждут звукорежиссер, режиссер, инженер, конечно же, наш оператор. Да, ну вот я сейчас в павильоне, и, кстати, у меня есть хорошие новости для людей золотого возраста. Национальная библиотека Коми запускает проект «Нас не обманут», чтобы вы, наши бабушки и дедушки, сразу распознали телефонных мошенников. Все подробности узнаем у нашего гостя, заведующего отделом автоматизации и электронного обслуживания Национальной библиотеки Коми Ксении Леонгард. Ксения, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, что это за проект? В апреле наша библиотека участвовала в конкурсе проектов для лиц 3-го возраста. Этот конкурс организует благотворительная организация «Хорошие истории». И наш проект «Нас не обманут» стал одним из победителей этого конкурса. Смысл нашей инициативы в том, чтобы научить пожилых людей, пенсионеров в опасной ситуации как-то реагировать, общаться, понять, что им звонят мошенники, к примеру, да, и понять, что с этим дальше делать. Мы планируем, запускаем курсы в сентябре месяце, в сентябре-октябре. Сейчас у нас идет набор на эти курсы. Занятия у нас будут в небольших группах, по 10 человек.
Поэтому, если, например, у вас или ваших родственников появилось какое-то желание, да, например, вы попались на удочку мошенников, вы хотите научить их или сами понять, что что-то не так происходит, да, вы можете позвонить нам по телефону 255-422 или написать сообщение в официальной группе ВКонтакте библиотеки, и мы вас запишем и пригласим к себе на занятия. Первая группа у нас уже набрана, да, с пенсионерами мы уже общались, мы их пригласили спикеров, которые будут нам рассказывать, и мы составили график и план занятий. А это будет первая группа, групп будет несколько. Постараемся мы обучить минимум 30 человек, но кроме этого, соответственно, мы не можем охватить всех, да, мы будем записывать занятия и выкладывать их в интернете для того, чтобы знания могли получить как можно больше людей. Кто спикеры? Спикеры у нас будут специалисты и из Национального банка Республики Коми, и из Министерства внутренних дел, и из Коми отделения пенсионного фонда, ну и специалистов банковского сектора. Например, какие темы будут? Темы будут разные. Постараемся захватить самое актуальное, что сейчас у нас. Это нигерийские письма, это мобильная безопасность, это банковские карты и правильная оплата банковскими картами в интернете своих покупок. Это определенные виды мошенничества. Это, к примеру, например, агенты-мошенники, которые приходят к вам домой под видом каких-то служб газовых и так далее, предлагают вам какие-то услуги или товары, да, приобрести. Вот. И даже поговорим о том, как подать заявление в полицию, если вдруг, не дай бог, вас обманули или пытались обмануть. Спасибо вам большое, что делаете такое доброе дело. Всем внукам, внучкам обязательно запишите своих бабушек и дедушек на такие замечательные курсы. Спасибо. Спасибо. Сейчас 1000 маленьких сердечек замерли в ожидании волшебных минут. Первый раз в первый класс. Мало того, что нужно купить рюкзаки, учебники, форму, а для девочек еще вечная проблема, что заплести. Дорогие мамы, не переживайте. На просторах интернета я нашла интересные прически. Быстро и просто. Запоминайте. Друзья, мы незаметно подошли к экватору нашей программы. Возьмем небольшой перерыв, а потом вновь поплывем по информационным просторам. Не скучайте. В эфире студия 11, источник прекрасного настроения. Мы подготовили для вас только интересные новости. Скорее узнаем, что ждет нас в ближайшие 10 минут. Детали не формат. О нелегкой жизни блогеров. Кто шанги не ел, тот силы не имел. Готовим национальное блюдо. Музыкальная пауза. Группа «Крылья» из Воркуты покоряет сердца. С каникул вернулась и программа «Детали». Первым стартует неформат. Проект для тех, кто идет в ногу со временем и не боится быть ярким. Мой коллега Никита Чернов только-только вернулся из Ухты. С кем он познакомился, узнаем прямо сейчас. Наша сегодняшняя остановка – северная жемчужина Ухта. Вот он, город с удивительными музыкальными, театральными, литературными и разными творческими традициями. Жители Ухты не забывают про творчество. Новое, цифровое. Поэтому блогеров здесь немало. И каждый из них достоин внимания телепроекта «Детали не формат». Сейчас рынок так забит этими мамкиными рэперами, битмарями, что они там готовы свои треки, продавать за 500 рублей. Это я заметил. 2 дня на съемку и 8 сюжетов. Если талантливые люди медиасферы попали в поле зрения нашей программы, мы не упустим шанса пообщаться вживую. Хочешь научиться так же? Включай «Детали не формат». И нет, никаких 18+. Все абсолютно законно. Откровения медиаперсон, необычные истории и самое главное, почему блогеры Ухты активно продвигают свой город в интернет-пространстве. А мы всегда в нашем проекте найдем тех людей, которые были рождены блогерами. Даже в Ухте. Остальное расскажем в программе «Детали не формат». Смотрите «Детали не формат» сегодня в 20:00 на Юргане. Вы знаете, как студия 11 любит ездить в гости. Вот и сейчас мы поехали в село Выльгард, в Дом народного творчества «Зарань». Слово моей коллеге Алене Туркиной. Елена, сегодня мы будем говорить о козулях. Для начала хотелось бы узнать, что это такое. Козуля – это обрядовая пища поморских народов. Ну и, как выяснилось, коми.
Наши козули и чибы готовили 2 раза в год. На Рождество и День весеннего равноденствия. Они немного отличались внешним видом. Давайте расскажу историю, как рождалась козуля на Рождество. Старый дед собирал вокруг себя в избе людей, детей, которые ничем не занимались пока. Вечером рассказывая байки, сказки, былины. Еще, смотрите, ведь многие дети не были ни в лесу, многие даже во дворе еще не ползали. То есть это было и образовательный процесс. То есть как выглядит лось, как выглядит конь, как баран. Еще это развитие мелкой моторики. Потом их выносили на мороз, чтобы лишняя влага ушла, обезводить. Утром, после того, как топили печь, готовили еду, разогревался под или пол печи до 200 градусов, и тогда уже сушили или выпекали наши сухари. И что же с козулями происходило дальше? Такая интересная история. После того, как они выпекались, их делили на 3 части. Та, которая была не совсем симпатичная фигурка, ее отдавали деткам. Вторая часть, она складывалась, так как это Рождество, ряженым, чтобы отдавать. А третью часть, самые лучшие, самые красивые фигурки, их оставляли себе, клали на божницу. И в течение всего Рождества они там освещались. На самом деле, за время своей работы я видела козули, как мы уже говорили в начале, и пряничные. Эти выглядят немножко по-другому. Из чего делались козули, которые были распространены у нас в Коми? Я вам загадаю загадку. Вообще, как рождалась? Возьму пыльно, сделаю влажно, брошу в пламень, станет как камень. Это вот сухари под названием чибы, козули. Состав очень простой. Вода, соль и ржаная мука. Тесто у нас готово. Мы с вами можем попробовать сделать. Ну и пока вы работаете над созданием нашей прекрасной козули, мне бы хотелось узнать, почему практически все животные стоят на тонких высоких ножках, на палочках. Вот чем это можно объяснить? Вы знаете, коми-хозяйка, женщина, живущая здесь, она настолько практичная, что, выпекая козули на просто поду, они подгорали. А наши, которые чиба, коми, они были на лучинах, и поэтому ножки оставались негорелые. Вот это самая важная отличительная черта от других поморских козуль. Я смотрю, здесь есть лоси, есть лошади. Почему нет собак, кошек, зайцев? Они ведь также окружали коми-народ и любые другие народы, которые занимались выпечкой козуль. Замечательное наблюдение. Здесь некоторая коллекция, которая сохранилась с предыдущих мастер-классов. Детки, которые приезжают к нам, они, может быть, и не видели всегда, вернее, в своей жизни лоси. Собачек они видели, они их лепят и они их забирают, потому что это сделано их собственными руками. Мы начали выпускать сначала маленькие брошюрки. В этом году вышла достаточно большая книга с историей и с рецептами. Поэтому, я думаю, по республике скоро распространится наше умение. И наша история, в первую очередь. Вот такой вот интересный жеребенок получился у Елены. Конечно, на скорую руку, быстренько, для того, чтобы показать. На самом деле, все это делается куда дольше. Елена, спасибо вам большое за такой интересный, не побоюсь этого слова, мастер-класс. Спасибо и вам. Приходите. Через пару дней наступит осень. Друзья, не впадайте в осеннюю хандру. Поддерживайте в себе внутреннее солнце. Как? Например, испеките шаньги. Да-да, ведь коми слово «шаньга» происходит от слова «шонды», что в переводе «солнце». Так что шаньги всегда согреют вас. А теперь ловите рецепт от сыктывкарского фудблогера Юлии Панюковой. Недавно я приобрела вот такую замечательную кулинарную книгу, в которой собраны традиционные рецепты блюд коми-народов. Именно эта книга меня вдохновила попробовать самостоятельно приготовить некоторые национальные блюда. Сегодня я приготовлю знаменитые в республике и за ее пределами шанишки по коми.
По рецепту книги шанишки делаются с ячневой кашей, но я их приготовлю с картофелем. Для теста нам потребуется 300 грамм пшеничной муки, 100 грамм ржаной, 200 грамм сметаны, 10 грамм соли. Тесто замесили. У меня получился вот такой аккуратный колобочек. Теперь этому колобочку надо обязательно дать отдохнуть. Час-полтора. Пока тесто отдыхает, подготовлю начинку – картофельное пюре. Варим картофель до полной готовности. Картофель готов, сделаем пюре. Приготовим соус, который нам понадобится, чтобы смазать наши шанишки. Вот наши шаньги по-коми готовы. Осталось их смазать сливочным маслом. Завершить нашу программу хочется на музыкальной ноте. Слушаем группу «Крылья» из Воркуты. Песня посвящена столетию республики. Слушаем и наслаждаемся. Увидимся завтра в это же время. Пока-пока. Я хочу признаться вам в любви, поведать о далеком крае, где ручеек среди снегов бежит, совсем не смело в середине мая. Еще хочу вам спеть о красоте бескрайней тундре, незакатном лете, о людях, что живут на вечной мерзлоте, звездой полярною согреты. Все это Арктика моя, с просторами без края, с богатствами земли и щедрыми людьми, с любовью Арктика друзьям. Ты двери открываешь, мир белоснежной чистой красоты. Ты двери открываешь, мир белоснежной чистой красоты. Мир белоснежной чистой красоты. Все это Арктика.